Губящая алчность, беспринципная трусость, шокирующее вероломство, безответная любовь и пылкая страсть. Одновременно буря таких эмоций может окружать только в одном случае, если мы смотрим фильм или спектакль. Это зрелище нас притягивает и поглощает. Но разве вы ни разу не задумывались, как устроен мир по ту сторону сцены? Кто и как примеряет на себя образы, чтобы брать за живое и будоражить воображение публики? В эфире проект «Без масок». На злобу дня по проторенной тропе труппа столичного казахского драмтеатра имени Калибека Куанышбаева сегодня работает над историей падшего человека-наркомана. Перипетии сюжета, который создал драматург Рахымжан Отарбаев, то тащат героя на дно, то вынуждают барахтаться на поверхности в окружении свирепых акул. Наша съемочная группа погрузилась в омут этих нелегких событий. Мы работаем над постановкой по мотивам произведения Рахымжана Отарбаева. Спектакль повествует историю наркомана. Так или иначе, в наше время это актуальная тема. Это спектакль не только о нем, но и о месте, которое, собственно, толкает главного героя в неблагополучную компанию. Мы становимся свидетелями того, как рушится одна семья. Главный герой здесь Жалгас. Его имя означает продолжение, но, к сожалению, он единственный ребенок в семье, и он попадает в беду. Мой герой вырос в полноценной интеллигентной семье. Человек он честный, воспитанный, в университете его знают как хорошего студента. Но судьба сталкивает парня с дороги и уводит к обрыву. Наркоманом парень становится не по своей воле. На опасный шаг его толкает человек, который хочет отомстить отцу Жалгаса. Мой персонаж попадает в ситуацию, из которой уже не может выйти. Аға, берем ғой, ағам. Қарызыңызды берем ғой, не болды сонша? Берем қарызыңызды, қайтарам. Не болды? Бұл көрші, бұл пьесадағы, бұл спектакльдегі алатын орны. Я играю соседа семейства, в которой разворачиваются события. Он мстит родителям Жалгаса за историю, которая произошла в прошлом. Мой персонаж был мелким воришкой, и по одному из дел отец Жалгаса выступил против него свидетелем в суде. В результате этот человек попадает за решетку. Спустя годы он выходит из тюрьмы и устраивается на работу дворником. Позже его вербуют наркодилеры. Говорят, мол, вы знаете всех ребят в округе, знаете, кому предложить товар. Тут-то у моего персонажа рождается коварный план. У него на уме только месть отцу Жалгаса за разрушенную жизнь. Інім, жалғыз ұлым еді. Тірі жүрсем, жақсылығымды ұмытпаспын. Інім, әкесі жалпы университетте сабақ. Отец преподает в университете, считает своим долгом дать должное образование и воспитание молодым людям. Но когда сын попадает в беду и становится наркоманом, чтобы спасти единственного сына, он идет на преступление, дает взятку полиции. Хочу оправдать своего героя, ведь интересно проанализировать, как человек себя поведет, когда попадет в такую ситуацию, что он будет делать. Эту тему можно воспринимать и передавать по-разному. Мы же даем такое свое видение на сцене, а не на плакатах. баласының қатты жаңағыдай душар болып. Ради сына отец готов поступиться со своими принципами. Будет момент, когда он сам вкалывает ему наркотик, чтобы тот выжил. Это очень трагичный образ. Страдает и мать Жалгаса. В одной из сцен неадекватный сын поднимает на нее руку, и ей приходится просить, чтобы его связали, ведь тот не отвечает за свои поступки.
Ал ақсақал, балаңыз наркомандарға қосылған. Есеп қаламыз. Менің кейіпкерім полиция майоры, тәртіп сақшысы. Мой герой – майор полиции. В нашем обществе полиция играет огромную роль. Она должна быть зеркалом общества, но по задумке автора здесь майор – отрицательный персонаж. Это, наверное, потому что современное общество особо не воспринимает полицию. Такие ситуации ведь случаются и в реальной жизни. Ал енді майор бұндағы ол Майор хочет извлечь выгоду из этой ситуации, хочет заполучить и квартиру, поэтому очень внимательно наблюдает за семейством. үйді алудың жолын мен Інім, айта беріңіз ақсақал, айта беріңіз. Жалғыз ұлым еді. Құтқаршы. Кейін үйін сатады. Сосед связан и с полицией, они вместе работают. В конце мирная семья продает машину, свою квартиру, все рушится. Это жестокая месть. В итоге еще и сын попадает в тюрьму. Сейчас идет читка спектакля. Все ли актеры нашли свои образы и все ли персонажи расставлены по местам? әрине біз жалғыз ғана сол Мы уже закончили анализ спектакля, начали репетировать его на сцене. Самое сложное было создать образы героев, но поскольку это не историческая тема, а связана она с сегодняшним днем, то актерам материал дается несложно. На главную роль вы взяли молодого актера Жасулана Ербулата. До этого он играл постоянно положительных героев, где-то романтиков. Как в нем вы увидели наркомана? Жаслан шынымен де ол Жасулан играл роль Акана Сире в спектакле, который я сам ставил. Он хорошо передает эмоции, его темперамент тоже хорошо подходит под эту роль. Порой после хорошего запоминающегося исполнения образов негативных персонажей, порой аморальных, актеры всю жизнь потом обречены исполнять роль именно таких отчаянных бандитов, преступников. Как вы считаете, не опасны ли такие актерские ярлыки для артистов вашего театра, конкретно в этом спектакле? ойын түсіндім. Если актер не талантлив, то он и останется лишь в одном образе и будет работать только в определенном направлении. В ином случае перед артистом открывается большое поле для творчества. Когда премьера и что вы ждете от первого показа? Желтоқсанның 10-11 жұлдызында Спектакль состоится 11-12 числа в декабре этого года в этом театре. Что ожидать? Этому вопросу нет ответа. На этот вопрос ответит зритель. оны тек қана көрермен шешеді ғой.